Мы продолжаем эфир актуальной информации о лесопожарной обстановке в Якутии. По имеющимся данным, за прошедшие сутки в регионе ликвидировано возгорание на общей площади 97 гектаров. В тушении задействовано 365 человек и 32 единицы техники. Дожди на территории региона позволили стабилизировать ситуацию в Вилюйском, Сунтарском и Нюрбинском районах. По-прежнему тяжелая обстановка сохраняется в Верхоянском районе, куда из-за сильной задымленности и туманов не могли отправить авиацию. Сегодня видимость в районе улучшилась, и туда были направлены вертолет Ми-8 и самолет Ан-24, которые доставят необходимые грузы, и 28 человек для борьбы с пожарами. Сразу по прибытию в район группировка будет переброшена в Табалахский наслег. Более подробно о ситуации как в регионе в целом, так и в отдельно взятых районах нам готов рассказать руководитель Департамента лесного надзора и охраны лесов Минэкологии Якутии Владимир Иванов. Владимир Алексеевич, каковы данные к этому часу? Добрый вечер, Василий. По оперативным данным, на 18 часов 19 августа по республике, в Государственном лесном фонде на территории 20 районов действует 127 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем, которая составила 800 тысяч гектаров. Активная площадь горения составляет 5900 гектаров. По 7 лесным пожарам в охраняемой зоне, действующим на территории 3 муниципальных образований, это Верхоянский, Нюрбинский, Сунтарский, на общей площади 617 гектаров ведутся работы по тушению. Из 7 локализовано 5 пожаров на территории 2 районов. Это Нюрбинский и Сунтарский. На общей площади 435 гектаров. За прошедшие сутки на территории 2 муниципальных районов ликвидировано 2 лесных пожара на площади 2 гектара. Это Усть-Алданский район. На тушение пожаров всего задействовано 365 человек, в том числе пожарников десантной службы 137, местного населения 131, лесничество 1, пожарно-химическая станция Якутлесресурс 56, работников МЧС 40 и 32 единицы техники. Работа авиации на патрулировании на сегодня: 1 воздушное судно на территории 1 муниципального района, 1 вертолет на тушении. Предварительным причинам возникновения 219 лесных пожаров, по которым принимаются меры по тушению лесных пожаров, являются линия электропередачи 4, местное население 34, отгроз 171, из земель иных категорий 10. Василий. Владимир Алексеевич, а сколько ликвидировано пожаров за прошедшие сутки? За сутки ликвидированы 24 лесных пожара на общей площади 44 656 гектаров. То есть динамика тушения идет к спаду, то есть лесных пожаров. В зоне контроля лесных пожаров в настоящее время действует 120 лесных пожаров грозового происхождения на территории 20 районов, общей площадью 799 тысяч гектаров, тушение которых приостановлено решением КЧС. Данные пожары не представляют угрозы населенным пунктам и объектам экономики. С 1 августа введен режим чрезвычайной ситуации, но в настоящее время в Усть-Алданском районе ликвидированы пожары. И ожидаем ликвидацию пожаров в Сунтарском районе. На сегодня у нас такая информация. Василий. Да, Владимир Алексеевич, спасибо. Я напомню, информацию о работе противопожарных структур нам предоставил руководитель Департамента лесного надзора и охраны лесов Минэкологии региона Владимир Иванов. Я еще раз напомню, что актуальную лесопожарную обстановку мы обсуждаем каждый будний день в 18:15. Встретимся с вами завтра в это же время. Я же пока прощаюсь с вами. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.